Добрый день, в эфире новости, в студии Джангл Мырза Дуйшинбекова. Защита для бизнеса. Такой видит свою главную цель Алмазбек Атамбаев. Сегодня он заявил об этом на индийско-кыргызском бизнес-форуме, который проходит в рамках государственного визита главы нашего государства в Индию. Выступая на мероприятии, он рассказал предпринимателям Индии о том, с какими условиями для работы они столкнутся в нашей стране. Он еще раз отметил, что его девиз «Сделать Кыргызстан раем для бизнеса», потому что он сам в своей жизни был тесно связан с этой сферой. Алмазбек Атамбаев поделился своим опытом предпринимательства еще в советские годы и довольно преуспел в этом. Сегодня, как подчеркнул наш президент, в Кыргызстане делается все для того, чтобы бизнесмен мог спокойно работать, не опасаясь постоянных набегов со стороны проверяющих чиновников, вымогающих взятки. Напомним, ранее сообщалось, что в результате переговоров обе страны пришли к выводу, что необходимо увеличить товарооборот. Этому, по мнению лидеров обеих стран, может поспособствовать создание Кыргызско-индийского фонда для поддержки предпринимателей. Уважаемые индийские друзья, в Кыргызстане, если вам захочется заниматься какой-то деятельностью, идите дорогой закона, идите на аукцион, на тендер. Никто у вас не сможет попросить взятку. Если он попросит взятку, и вы просто заявите об этом, даже просто журналисту, то он будет в тюрьме. В Кыргызстан прибудет президент Ирана Хасан Рухани. Его официальный визит пройдет с 22 на 23 декабря, в рамках которого он встретится с главой нашего государства Алмазбеком Атамбаевым и премьер-министром Сооронбаем Джейнбековым. Об этом сегодня сообщил директор Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Джейнбек Кулубаев. Отметим, это уже второй визит Рухани в Кыргызстан. Его первый визит состоялся в 2013 году в рамках участия в саммите ШОС. В МИДе сообщили, что товарооборот между нашими странами в этом году составил около 11 миллионов долларов. Однако этот объем можно увеличить. Кроме того, что два государства намереваются принять программу экономического сотрудничества до 2026 года, будет подписано сразу несколько меморандумов, в том числе по борьбе с наркотиками, о сотрудничестве в сфере безопасности между МВД двух стран, а также программы сотрудничества в сферах культуры, социального развития, здравоохранения и медицины. В рамках визита будет организован Кыргызско-иранский бизнес-форум. Это даст возможность активизировать наш политический диалог, диверсифицировать наше торгово-экономическое сотрудничество и откроет возможности для налаживания культурно-гуманитарного сотрудничества и активизации народной дипломатии. Также рассматривается возможность налаживания межпарламентских связей между Ираном и Кыргызстаном. Поэтому вот такие важные направления заложены в рамках повестки дня встречи двух президентов. Еще больше проверок, еще больше отчетности для бизнесменов. Новый налоговый кодекс, который сегодня выставлен на сайте Министерства экономики, усиливает полномочия проверяющих органов. Представители бизнес-сообщества сегодня выступили с просьбой увеличить срок обсуждения новой редакции документа. К его разработке, он, как было отмечено, является своеобразной конституцией для предпринимателей. Бизнес-сообщества как раз и не привлекли. Новая версия налогового кодекса выставлена без всяких сопутствующих материалов, таких как финансово-экономические расчеты, оценка последствий, отражающих, как это повлияет на субъекты предпринимательства. Как отметила глава Ассоциации поставщиков Гульнар Ускинбаева, новый кодекс снизит конкурентоспособность малого и среднего бизнеса. К сожалению, ни в разработке концепции, ни в разработке налогового кодекса бизнес-сообщество приглашено не было. Хотя понимают все, что регулировать будет прежде всего нас. Тем самым нарушено государственное частное партнерство, государственно-частный диалог. Теперь камеральные проверки расширены как выездные налоговые проверки. То есть, по большому счету, мы 12 месяцев только будем общаться с налоговыми инспекторами. Это не только, вот, как говорит Дамира, каждому патентщику теперь надо нанять бухгалтера. Каждому директору в малом предприятии придется нанять директора, который будет заниматься общением с налоговой инспекцией. Это нереально.
На Токтагульской ГЭС вновь произошла авария. Произошел внеплановый вывод из работы гидроагрегата номер 2 мощностью 300 мегаватт из-за повреждения его вспомогательного оборудования. Из строя вышла кабельная линия. Отмечается, что авария произошла в ночь с 15 на 16 декабря. Поврежден тот же кабель, что вышел из строя 23 декабря прошлого года. В настоящее время не вырабатывается электроэнергия в объеме 43,2 миллиона киловатт-час, но ограничений в подаче электроэнергии нет. Работает водно-энергетический режим всех ГЭС. Руководство ОАО «Электрические станции» и Национального энергохолдинга подтверждают информацию о неполадках. Фальшивомонетчики пытались сбыть поддельные доллары. Двух мужчин задержали в селе Кызылбель Баткенской области. В МВД сообщили, что партия считается достаточно крупной. У задержанных обнаружили 50-100 долларовых купюр. По заключению экспертов, серии и номера на поддельных банкнотах выполнены электрографическим способом. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Сильнейшие ожоги получили 6 человек в результате взрыва газового баллона в селе Маады Ошской области. По данным МЧС, инцидент произошел в 00:30 ночи. В результате ЧП вся семья была госпитализирована в Ошскую областную больницу. Среди пострадавших 3 малолетних детей. Сильнее всего пострадала женщина. Она получила ожоги более 50% тела. Находится в тяжелом состоянии. Ей сделали переливание крови. У супруга около 20% тела обгорело. 3 дочери также пострадали, к счастью, в меньшей степени. А также в доме находился родственник хозяев. Он также находится в больнице. Смертельный салют в Мексике унес жизни 29 человек. В сети появилось видео взрыва на рынке фейерверков города Тультепека. 26 погибли прямо на месте происшествия. 3 скончались позднее в больницах. Общее число раненых – 72 человека. Сам рынок Сан-Паблито, где произошел взрыв, является крупнейшим рынком по реализации пиротехники. Взрыв уничтожил 290 магазинов. В момент происшествия на рынке находилось порядка 2000 человек. И пока на этом все. Всего доброго.